Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В колледже связи и энергетики имени Дудкина открылся новый центр по обучению операторов информационных систем. В эти дни аудитории заполнили первые слушатели. В этом году планируется обучить порядка 300 человек. Наша гостья в студии Анна Курилкина, преподаватель Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина. Анна Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Колледж связи – один из старейших учебных заведений в республике. Вы открыли новый центр по обучению операторов информационных систем. Что это за центр и в чем его новизна? В декабре прошлого года, 24 декабря, в нашем колледже Якутского связи энергетики открылся центр подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов. Мы будем обучать как операторов в этом направлении, так и специалистов, которые будут изучать вообще и собирать дроны. То есть это в республике у нас пока такой специальности не было? Да, в республике у нас такой специальности не было. Наш центр на Дальнем Востоке – это первый центр. Вообще, в целом, в России как таковых центров довольно мало. А вот чему будут обучать именно? Наше обучение состоит из 3 модулей. Первый модуль – это техническая эксплуатация беспилотных летных аппаратных средств. И второй модуль – это сама летная эксплуатация. И третий – это идет техническая обработка информации. То есть в первую очередь мы готовимся к полету. Дальше мы готовим самого дрона, потом мы летим, выполняем задачи, и дальше уже мы обрабатываем информацию. Если говорить подробно, допустим, про первый пункт подготовки полета, это собрание документов различных, подготовка маршрута, допустим. Потом, когда мы выполняем задачи, мы составляем уже план действий, который нам нужно выполнить. И во время полета, допустим, нам нужно будет знать, когда выполнять наш полет, когда прекращать его, также следить за состоянием нашего беспилотного летательного аппарата. И потом, получается, уметь обработать с информацией, которую мы получим во время наших задач. А у вас уже есть слушатели, можете рассказать о них? Сейчас у нас уже второй поток обучения, порядка 20 слушателей. Они обучаются по программам повышения квалификации. 36 часов, либо 72 часа. Потом, в дальнейшем нашем будущем, ожидается обучение профессиональное, то есть профессиональное обучение на базе среднего общего образования. Сейчас наши слушатели в основном это частные лица и с предприятий. А сколько длятся курсы и достаточно ли вот этого времени, чтобы обучиться? 36 часов более чем достаточно. Для более углубленного изучения, конечно, требуется 72 часа. Для людей, которые имеют как минимум среднее профессиональное образование, этого времени хватает. То есть мы в основном делаем упор, конечно, на полеты. То есть на практические полеты, чего не хватает, допустим, нашим слушателям. А где можно трудоустроиться после прохождения этих курсов? И вообще, есть ли спрос на такую специальность? Спрос сейчас у нас очень большой, так сказать, ажиотаж. Как я говорила ранее, у нас много частных лиц, которые заинтересованы в будущем работать по специальности оператора. И у нас есть слушатели, допустим, с предприятий, таких как ЛОРБ, Теплоэнергосервис,
Институт мирозаводоведения, Саханефтегазбыт, Арктик Телеком. То есть во всех этих направлениях сейчас у нас нет кадров, которые могли бы работать именно оператором. Специалисты есть, но при этом пока что операторов у нас не было, так как не было центра. Куда обращаться тем, кто заинтересовался обучением новым специальностям, может быть, которые вы еще предложите? В этом году ожидается открытие специальности по направлению эксплуатация бесплодных летательных авиационных систем. На базе 9 класса обучение будет 3 года 10 месяцев. И, соответственно, у нас будут уже специалисты, которые будут не только операторами, но и теми людьми, которые будут создавать свои дроны, программировать их. Если говорить вообще о том, чтобы создавать дроны, собирать самому, да, то в этом плане у нас еще ожидается собственное производство. То есть, используя 3D-принтер, мы будем печатать детали, как и пластиковые, металлические детали, и таким образом иметь, так сказать, свое производство. Будем их печатать, собирать, программировать и таким образом выпускать беспилотники, которые пригодны именно для нашего региона, так сказать. А можете рассказать об преподавателях, где обучались они? Сейчас у нас открыты 2 учебных кабинета, 2 учебных лаборатории, так сказать. Первое – это теоретическое обучение идет, потом идет техническая эксплуатация. У нас всего в кадре где-то 4-6 преподавателей, которые обучились в первую очередь, конечно, по специальности, потом прошли курсы повышения квалификации. Также у нас есть инструктора, которые имеют очень хороший, большой опыт именно пилотирования. Практические занятия у нас проводятся, кстати, в Триумфе. У нас есть между нашим колледжем и Триумфом договоренность, что наши практические занятия проводились у них. То есть мы пытаемся максимально симулировать полеты, так сказать, на больших довольно расстояниях. В связи с нашими погодными условиями мы, конечно, не можем летать на улице, и поэтому практические занятия проводятся у нас в Триумфе. А ваши дальнейшие планы по расширению специализации колледжа? У нас, если в этом году откроется новая специальность, эксплуатация БПЛА, эксплуатация операторов, эксплуатация бесплодных авиационных систем. Это, так сказать, главная новая специальность, которого еще нет вообще в республике. Плюс еще мы продолжаем работу над нашими текущими специальностями. Мы планируем развивать спортивные движения, допустим, по киберспорту, то же самое, уметь применять как наши БПЛА, так и наши специальности, которые у нас есть, и взаимодействовать, так сказать, эти специальности, чтобы участвовать в различных мероприятиях, которые у нас в ближайшем будущем ожидаются. А много ли подобных центров у нас по России? Подобных центров в России мало, и можно сказать, что их, как обучающих центров, их очень мало. Специальностей всего есть 4, то есть 4 вообще в России, плюс еще наша будет, это 5-я. И, соответственно, в Дальнем Востоке таких профессий вообще нет. Развитие БПЛА, да, сейчас будет востребованным во многих направлениях. То есть это та отрасль экономики, которая у нас будет развиваться очень быстро. И, соответственно, желательно, чтобы этим направлением заинтересовались очень многие предприятия, которые будут готовы работать быстро. То есть чем быстрее мы
воплотим, то есть наши возможности в реальность, то тем быстрее мы будем развиваться. То есть принятие решений быстрее будет происходить с использованием дронов, нежели чем с использованием человеческих ресурсов. Таким образом, можно будет оперативно принимать какие-то решения, и, соответственно, у производственного направления будет меньше издержек. Как-то так. А кто был инициатором открытия этого центра у нас в Якутске? Инициатором у нас выступает глава нашей республики при поддержке Министерства инноваций. И, конечно, это очень большая работа всего нашего коллектива, да, нашего директора, наших заместителей директоров. А вот вы сказали, что эта школа единственная пока на Дальнем Востоке. А есть ли вот какие-то заявки от учеников? Может быть, кто-то уже хочет обучиться не с Якутска, а может быть, вот по Дальнему Востоку, с какого-нибудь города, например? Да, сейчас наше направление идет больше для специалистов среднего профессионального образования, либо высшего профессионального образования. Мы их уже набираем, обучаем. В дальнейшем мы соберем группы для студентов и школьников, которые имеют среднее общее образование. Курсы будут идти по тем же направлениям, но при этом мы будем изучать больше части именно собирания дрона и программирования дрона. Мы скоро начнем набирать студентов, то есть и школьников, они могут к нам обратиться, мы соберем группы, будем проводить им занятия. Мы получали уже звонки от районов, близлежащих районов, плюс мы получали звонки с городов, ближайших городов Дальнего Востока. Мы готовы обучить их, мы готовы еще обучать выездное обучение. То есть если будут заявки, то наши преподаватели готовы выехать к ним, обучить их уже на их территории, так сказать, чтобы это было более... мы мобильные, в общем. Анна Петровна, спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо. О Центре по обучению операторов информационных систем мы поговорили сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале.